Здравствуйте, меня зовут Артем Галышев, мне 6 лет, и сегодня я хочу рассказать вам органы человека и COVID-19. Почему я выбрал эту тему? Потому что я очень интересуюсь органами человека. Сердце – главный орган человека. Чтобы кровь шла по венам человека. Легкие нужны, чтобы дышать. Печень, чтобы очищать кровь и защищать от бактерий и газировки. Желудок, чтобы переваривать пищу, и внутри его есть желудочный сок. Кишечник, он нужен, чтобы переносить кал. Мочевой пузырь, чтобы писать. Почки нужны, чтобы воду перерабатывать в мочу. Мозг нужны, чтобы думать и придумывать. Череп чтобы защищать мозг, и в нем есть 2 дырочки, глаза. Внутри его есть глазное яблоко и хрусталик. Хрусталик чтобы хорошо видеть. Уши нужны, чтобы слышать. Нос нужен, чтобы дышать и нюхать. Рот нужен, чтобы жевать и кушать. Язык чтобы чувствовать вкус и говорить. Кожа. По всему коже разбросан меланин. Меланин чтобы защищать от солнца. Есть люди, которые нету меланина. Их называют альбиносами. В прошлом году из Китая прибыл новый вид вируса. Его все называют коронавирусом. Ее дом – это человек. Он размножается и вызывает болезнь. Он попадает в легкие и поражает. Появляется большая температура, слабость и кашель. Нос, рот и глаза – это двери для вируса. Он путешествует человека человеку. При путешествии он делает остановки на игрушках, на телефонах, на дверных ручках. Если их потрогать, можно заразиться. Профилактики. Частое мытье рук, при чихании прикрывать локтем и обязательно носить маски. Давайте проведем эксперимент. Действительно ли маски защищают от вирусов? Берем 2 маски. Один из них медицинский, а один из них тканевый. Берем медицинскую маску, льем в воду, и маска не пропускает воду, а значит он защищает от вирусов. Берем тканевую маску и льем в воду. Маска пропускает воду, а значит он не защищает от вирусов. Наши ученые и врачи изобрели вакцину от вируса, чтобы никто не заболел. Спасибо за внимание. Выздоравливайте.